Профессия педагога предполагает непрерывный рост и постоянное развитие, расширение и углубление знаний, обмен опытом в ходе общения с коллегами, освоение новых методик и внедрение их в практику, а также разработка проектов на перспективу. Все это алданские учителя и воспитатели получили на стажировке, состоявшейся этой осенью в городе Благовещенске. Повышая квалификацию и обмениваясь опытом, педагоги Дальнего Востока получили возможность активизировать профессиональный потенциал. В рамках стажировки состоялась ознакомительная поездка в Китай. Наша стажировка была не только в город Благовещенск, но она, можно сказать, международная, потому что мы еще 2 дня были и в Хэйхэ, где тоже познакомились с опытом работы школ начальной и основной, детского сада и Центра дополнительного образования. И даже подписали меморандум соглашения о международном сотрудничестве. В делегацию Алданского района вошли 10 человек, 5 педагогов дошкольных учреждений и 5 учителей школ. Участники не только узнали о том, как работают другие учреждения образования и какие методики применяют их коллеги. В ходе знакомств было положено начало множеству совместных межрегиональных проектов, а кое-что алданцы взяли на вооружение. Вот интересный был детский сад Серышева, он работает по казачеству. У нас сейчас детский сад Чебурашка начинает работать по казачеству. У них амурское, у нас свое, поэтому было интересно. Была интересна одна техника рисования с жидким соленым тестом, которую, например, я сколько лет занималась дошколятами, я ее вообще не знала. Нам очень это понравилось. Вообще показывали разных педагогов, молодых педагогов и стажистов. Замечательный опыт. Я думаю, особенно вот нашим педагогам есть что взять и посмотреть, потому что все работают по-разному, но все работают хорошо. В свою очередь, членам алданской делегации также было чем поделиться с коллегами. Представленный опыт и продемонстрированные наработки по различным направлениям произвели впечатление как на участников стажировки, так и на экспертов. Юлия Яковлева – социальный педагог Алданского лицея. В школе работает 4-й год. Придя в образование, она продолжила семейную династию. У меня в семье 2 педагога, которые работают в школах уже больше 25 лет. Ну, наверное, глядя на них, слушая их разговоры, мне становилось интересно. Также в школах проводили мероприятия для малышей. И в 2021 году, получая образование педагогическое высшее по специальности педагогика и психология, меня пригласили работать в лицей социальным педагогом. В веселую школьную кутерьму Юлия Александровна погрузилась буквально с первых дней. Ее таланты и способности у подрастающего поколения нашли признание, и педагог быстро завоевала у школьников авторитет. И я как-то сразу влилась в эту сферу, начала заниматься с детьми танцами. Ставили с выпускниками вальс, со средними школьниками мы изучали современный танец. В первый же год так получилось, что я помогала подготавливать команду на конкурс смотра песни и строя. И мальчишки впадали в ступор, когда видели, как я выполняю сборку автомата. Потому что до сих пор у меня это на высшем уровне со школьной скамьи. Также подготавливаю детей к научно-практическим конференциям «Шаг в будущее». Практически сразу молодой педагог влилась и в коллектив. Сослуживцы охотно делились с ней опытом, а многие вершины, по словам самой Юлии Александровны, она покоряет благодаря поддержке соратников и единомышленников. Благодаря мощной поддержке моего коллектива у меня получалось побеждать в профессиональных конкурсах. Они также делятся и делились со мной своими профессиональными какими-то знаниями, опытом. То есть я чувствую здесь в лицее мощную поддержку от педагогов. Юлия Александровна очень активный педагог. Педагог перспективный, хорошо обучаемый, она буквально все схватывает на лету, и я даже у нее, несмотря на богатейший опыт свой, хвастаюсь, пытаюсь учиться ее даже какому-то перфекционизму, потому что этот человек настолько аккуратный и последовательный в своих делах,
что диву даюсь. Если вы посмотрите в ее телефон и как у нее по папочкам распределена вся информация, я сомневаюсь, что вообще у кого-то такое есть. Это тоже показатель, потому что работа социального педагога – это очень обширная, объемная работа. И работа классного руководителя в том числе. Уместить такое количество информации в одной голове очень сложно, если человек плохо организован. Вот Юлия Александровна отличается высокой организованностью. Вот. Ну и, конечно, нужно отметить ее взаимодействие с детьми. Дети вокруг нее постоянно есть, постоянно спрашивают, задают вопросы. Она очень активна и своей активностью заряжает всех присутствующих. Встретить утром детей, оценить их психологический настрой, у самых беззаботных справиться о выполнении домашнего задания и проверить наличие дневников – это лишь малая часть обязанностей соцпедагога. День у Юлии Александровны, как всегда, будет насыщенным. Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, беседы с родителями, работа над проектами, а также подготовка к мероприятиям, запланированным на ближайшее время. Юлия Александровна проводит многие мероприятия, и мы вместе в них участвуем. Последнее было мероприятие «День девочек». Вот, делали проект, защищали. Был день лицеиста. Также мы подготавливали пятиклассников, им раздавали значки, посвящали в лицеисты. Вот. Главный для учеников лицея праздник стал, как всегда, ярким и незабываемым. Ребят и девчонок ожидала викторина, посвященная лицейским традициям. Подводя итоги, педагоги могли сказать точно. Ребята хорошо знают как историю образования лицеев, так и свою школу. Да, ответы у нас больше 50% правильные в основном. Вот. Очень хорошо показали себя пятиклассники в этом году. Вопросы были там и о Пушкинском лицее, и о нашем лицее в частности. Такие вопросы каверзные. Самый старший педагог, количество кабинетов, площадь корта. То есть непосредственно вопросы жизненные. Юлия Александровна – классный руководитель недавно посвященных в лицеисты пятиклашек. Ребята дисциплинированные и ответственные, хотя иногда с детьми бывает сложнее, чем с подростками. В этом Юлия Александровна убедилась на собственном опыте. 5 класс стал ее вторым ученическим коллективом. В прошлом году мне доверили 9 класс, выпускной. Боялась, что не справлюсь, было много очень сомнений, но благодаря правильно выстроенной, наверное, тактике поведения у меня все получилось. Я наладила общий язык и с детьми, и с их родителями. В этом году я уже приняла 5 класс. В своем 5 классе Юлия Александровна ведет уроки физкультуры. Методику преподавания этой дисциплины она освоила, когда уже работала соцпедагогом. Со спортом наша собеседница всегда была дружна, а профессия учителя предполагает непрерывное развитие. Сегодня в расписании физкультуры нет, но активные игры ребят ожидают на каждой перемене. Уже позже, когда работая в лицее, я поняла, что мне еще чего-то хочется. Ну и вообще учитель должен всегда продолжать учиться. Учиться. И я уже пошла тогда на курс повышения квалификации, на переподготовку и получила образование учителя физической культуры. Много времени Юлия Александровна посвящает научной деятельности. Под ее руководством ребята совершают удивительные открытия. Результаты трудов лицеисты неоднократно представляли на научно-практической конференции «Шаг в будущее». Мы выступали с темой мнемотехника. Это помощь детям в запоминании. Сейчас я с пятиклассницей, мы готовим работу исследовательскую на тему «Роль бабушек и дедушек в сказках». Почему были именно бабушки и дедушки, а не родители? Секрет профессионального успеха учителя, по мнению Юлии Александровны, прост. Это любовь и уважение к детям, увлеченность своим делом и постоянная готовность к самосовершенствованию. Особенно важен для педагога позитивный настрой и умение получать удовольствие от самых, казалось бы, простых вещей. Вообще я веду активный образ жизни. Я уже 2-й раз буду участвовать в спартакиаде трудовых коллективов. Продолжаю заниматься танцами. Ну и свободное время я вышиваю, вяжу крючком. Ну и, конечно же, люблю проводить время со своей семьей, где-то на природе, гулять в парке Золотом, любоваться нашей красотой, природой. Первые шаги к большим достижениям ребенок делает в детском саду.
От того, насколько твердыми и уверенными станут эти шаги, зависят успехи человека в будущем. Хореография, гимнастика и акробатика – каждый элемент танцевального номера необходимо отточить до совершенства. Впрочем, воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада «Снежинка» повторы основных движений и комбинаций ничуть не утомляют. Вместе с детишками инструктор по физвоспитанию Екатерина Нелюбина реализует проект по черлидингу. И сейчас у ребят очередная тренировка. Это танцевальная группа поддержки, да, где своими танцами, флешмобами, зажигательными танцами мы поддерживаем других спортсменов на различных соревнованиях. Екатерина Михайловна убеждена, зерна больших достижений сеются в детстве. В школьные годы инструктор по физвоспитанию серьезно занималась хореографией и сейчас приобщает к этому искусству дошколят. А в профессию Екатерина Михайловна пришла 5 лет назад. В мою профессию меня привела, несомненно, любовь к детям. Конечно, когда ты приходишь на работу и видишь эти маленькие лучики солнца, ты радуешься, заряжаешься положительной энергией. Не секрет, что хореографическое искусство способствует самовыражению и раскрепощению, а работа в коллективе развивает ответственность и укрепляет командный дух. На занятия к Екатерине Михайловне дети идут с удовольствием и упражнения стремятся выполнять как можно лучше. Екатерина Михайловна работает очень плодотворно. Она у нас новатор во многих направлениях. Она реализует инновационный проект, районный проект «Черлидеры». Это спортивные танцы, поддержка спортсменов, так как она со спортом дружит очень крепко. Потому вот этот кружок она реализует уже давно. И вот этот кружок перерос в инновационный проект. Он заключает в себя не только работу с детьми, работу с педагогами. Наши педагоги тоже выступают с танцами в стиле черлидинг. Учебный год обещает стать богатым на спортивные события, и выступлений у ребятишек будет много. «Снежинка» является постоянной участницей всех районных соревнований. И маленькие артисты-спортсмены всегда достойно представляют садик в конкурсах и фестивалях. Танцевальный кружок, наверное, это вот самое мое такое, что я люблю и также учусь от детей чему-то новому. Они меня учат. Когда Екатерина Михайловна пришла работать в садик, ее наставницей в профессии стала музыкальный педагог Ирина Николаевна Мухамадеева. Сегодня коллеги разрабатывают и реализуют множество совместных проектов. Решила ей помочь в составлении планов, документации, как методически правильно составить. Вот. И с тех пор мы с ней плодотворно, творчески работаем вместе. Составляем сценарии праздникам, к развлечениям. Она стремится быть лучше с каждым годом, приобретает очень большой, творческий, так скажем, потенциал. И я горжусь, я вижу ее рост профессиональной деятельности. И я счастлива тем, что она растет. Свой профессиональный опыт Екатерина Михайловна представляет в конкурсах и на конференциях разного уровня. Эксперты высоко оценивают деятельность инструктора, находя ее методы работы с дошколятами интересными и эффективными. Екатерина Михайловна в прошлом году участвовала в конкурсе «Воспитатель года», в районном конкурсе, явилась победителем. Хорошо очень выступила, мы очень гордимся ею. И как победитель от района ездила выступать в Якутск. Мы ее сопровождали. Тоже мы достойно выступили в Якутске, получили награду «Надежда Якутии», тоже высокую награду. Очень горды этим. Роль физкультуры значима и в семье Екатерины Михайловны. Со спортом дружны ее сын и дочь. А в работе наиболее ценным результатом инструктор по физвоспитанию называет приверженность к здоровому образу жизни и любовь к активному отдыху, которые она формирует у дошколят. Физкультуру, гимнастику и хореографию любят все ее воспитанники. А некоторые бывшие выпускники уже могут похвастаться первыми серьезными успехами. Много наших выпускников продолжают заниматься хореографией, занимаются различными также видами спорта, лыжным спортом, и любят это. Каждое образовательное учреждение уникально и неповторимо традициями, обычаями и, конечно, атмосферой. Хатынчан в переводе с эвенкийского языка означает «березонька». Так называется детский сад села Кутана на Слега-Анамы.
Хатынчан является самым отдаленным садиком Алданского района. Сегодня в 3 группах чуть более 30 детей. Заведует детским садом Елена Григорьева. Нам удалось пообщаться с ней во время ее командировки в Алдан. У нас в детском саду посещают 34 воспитанника и работает 26 сотрудников. Детский сад у нас общеразвивающего вида, немалокомплектный. У нас имеются 3 возрастные группы: младшая, средняя и старшая смешанная группа. С года до 7 лет принимаем детей. Село, где проживают немногим более 600 человек, располагается в 600 километров от Алдана. В холодное время года в райцентр можно добраться по зимнику, летом – водным транспортом. Первое знакомство с историей и культурой родного края у маленьких кутанинцев начинается именно в садике. Гордостью садика является музей Юктаке, образованный почти 10 лет назад. Здесь имеется коллекция кукол и музыкальных инструментов, а также действует театр теней. У нас общеразвивающий вид, так на всесторонне развиваем детей. Стараемся придерживаться семейных традиций наших предков, так как в нашем селе большинство жителей по национальности эвенки. И вот эти семейные ценности, национальные традиции, стараемся их с детства приучать. Русский язык изучаем, эвенкийский язык. Там простые слова про животных, про деревья и быт. В должность заведующей Елена Владимировна заступила чуть более года назад. В целом же дошкольному образованию она отдала 19 лет. В Хатынчан пришла совсем юной. Пришла сразу работать после школы. С 18 лет работала машинистом по стирке белья. Начинала я свою работу. Также работала помощником воспитателя. Потом перешла на воспитателя, училась, заканчивала педагогический колледж, а затем педагогический университет по специальности воспитатель. В стенах садика Елена Владимировна выросла не только профессионально. В этих группах прошло ее детство. Позднее в Хатынчан она привела 3 своих сыновей. О том, что воспитание и развитие дошколят станет делом ее жизни, Елена Владимировна, казалось, знала с малых лет. Я член династии нашей семейной. Моя бабушка по маминой линии работала воспитателем. Также моя мама работала тоже 25 лет. И моя родная тетя по маминой линии тоже работала 42 года. Часто бывать в райцентре у Елены Владимировны возможности нет, и в каждый свой приезд она старается решить все вопросы, требующие личного присутствия. Вот и сейчас заведующая, разобравшись с документами, сделала необходимые закупки. Детишек ожидает немало иных сюрпризов. Коллективу и воспитанникам Елена Владимировна привезет множество завоеванных наград. Мы с ними очень активно используем дистанционную форму. То есть они участвуют абсолютно во всех наших конкурсах дистанционно. Потом мы накапливаем вот эти подарочки. И все, что получают наши дети, то получают дети детского сада Хатынчан. Причем они не просто участвуют, они всегда занимают призовые места. Но, к сожалению, подарки до них доходят раз в год. Но я думаю, это не важно. Они до них доходят всегда. Безусловно, труднодоступность и отдаленность диктуют определенные ограничения. Однако во всевозможных конкурсах и событиях дети и педагоги умеют раскрыть свои таланты во всем блеске. Копилка достижений юных кутанинцев постоянно пополняется новыми победами. Стараемся участвовать во всех конкурсах районных, республиканских. То есть, несмотря на отдаленность, мы имеем возможность развиваться наравне с ближайшими селами нашего района. И стараемся тоже в дистанционных всероссийских конкурсах участвуем и часто получаем призовые места. Коллега Елены Григорьевой, Валерия Дрозд, заведует Алданским детским садом «Колобок». Как и Елена Владимировна, Валерия Валерьевна заступила в должность 1,5 года назад. А профессиональное становление прошло в детском саду «Мишутка», где юная Валерия и начинала свою деятельность воспитательницей. В педагогику она пришла по стопам мамы. В молодости
Выбора не было. Мама учитель, и дочь должна быть тоже педагогом. Но мне больше всегда привлекали именно дети дошкольного возраста. И поэтому, отучившись после школы и получив образование, я пришла в детский сад «Мишутка» на Ленина, и там начинала свою трудовую деятельность. Потом в лихие 90-е годы, когда детские сады были в полном упадке, я покинула детский сад и очень долго работала на производстве. А потом дело случая. Оксана Александровна Долгая меня пригласила, и я пришла в детский сад воспитателем. В последние годы в Мишутке Валерия Валерьевна являлась старшим воспитателем. В должности заведующей поначалу было непросто. Пришлось осваивать массу нюансов. Опытом делились коллеги, заведующие других детских садов, и специалисты департамента образования. Конечно, это совершенно разный вид деятельности, но у меня была очень хорошая школа. У меня был очень хороший наставник, который в свое время меня всему научил. И поэтому мне это очень помогло. А потом наш департамент, люди опытные, заведующие вокруг детских садов города Алдан и Томот, всегда идут на помощь. И если какие-то сложные вопросы возникают, мы делимся информацией и помогаем друг другу. Поддержку Валерия Валерьевна нашла и в стенах садика. С коллективом она сработалась быстро. Новую заведующую педагоги и сотрудники приняли хорошо. Детский сад стал у нас уютный. Мы принимаем везде участие благодаря ей. Она вообще молодец, умничка. Мы очень рады, что в нашем коллективе появился такой классный, такой яркий руководитель. Замечательный руководитель. Она с нами не так давно, но она очень активная, очень креативная, прекрасно относится к коллективу, идет в ногу со временем. Вообще она такой открытый, доброжелательный человек и в то же время требовательный. И вот благодаря вот таким вот ее человеческим качествам, наверное, в нашем детском саду царит такая вот атмосфера взаимоподдержки и дружеская. Она, конечно, и была у нас дружеская, но с приходом Валерии Валерьевны ничего не изменилось. Она всегда на позитиве, она всегда инициативна и вдохновляет не только взрослых, но и, наверное, и детей, и родителей, и коллектив. Одной из наиболее масштабных задач, выполненных Валерией Валерьевной в должности заведующей, стал капитальный ремонт. Работы продолжались почти 4 месяца, и педагоги, готовясь принять воспитанников, в течение нескольких дней наносили последние штрихи по созданию уюта. Старшая группа к приему детишек была готова одной из первых. И очень жду своих детей. Я по ним уже соскучилась за лето. Навели уют, красоту в группе. И уже в скором времени ожидаем своих маленьких деток. Уютные и обновленные группы – это далеко не все сюрпризы, которые ожидали ребят. В помещениях установлена новая мебель, игровые пополнились интересными игрушками, а с инновационными технологиями куда увлекательнее станут занятия. У нас очень много нового оборудования в связи с тем, что ремонт начали делать, и не хочется в новые помещения, в красивые помещения ставить старые шкафы, старые полотенечницы или стулья. И сейчас в пути что-то мы уже получили, устанавливают, новые стеллажи для игрушек получили, что-то еще вот мы ждем буквально со дня на день должно подойти. Много новых игрушек, много дидактического материала. Ремонт в садике стартовал в июне. Фронт капитальных работ развернулся только на 2-м этаже. Коллектив надеется, что в следующем году также преобразятся группы и помещения 1-го этажа. Кроме того, на 2025 год по государственной программе запланированы фасадные работы. В этом году проделана огромная работа, полностью отремонтирован 2-й этаж, замена электропроводки, ремонт помещений, замена сантехники всей. Я очень надеюсь, что на следующий год глава нас поддержит и будут выделены средства на ремонт 1-го этажа. Работая в Мишутке, Валерия Валерьевна инициировала множество проектов. Сейчас недостатка в идеях также не наблюдается. Однако пока заведующая не готова раскрыть все секреты. У нас очень много проектов, которые мы начинаем. Многие из них пока
придержу в секрете, потому что это будет очень новое не только для нашего коллектива, но и для Алдана. Благодаря стажировке, вот, что мы ездили в сентябре месяце в Амурскую область, я познакомилась с молодыми, энергичными, инициативными руководителями, что вообще меня вдохновило на совместную деятельность. И у нас будут объединенные проекты, совместная деятельность между Амурским детским садом и детский сад «Колобок». Точно так же у меня есть контакты, мы начали сотрудничество с детским садом Калининградской области. Совместно с дошкольными учреждениями других регионов Алданский «Колобок» будет реализовывать ряд проектов. А сейчас полным ходом идет подготовка к районному фестивалю-конкурсу среди детских садов «Моя многонациональная семья», который явится своего рода финальной нотой года семьи. Не для того, чтобы оценили победители, а чтобы показать, насколько мы все многонациональные, насколько мы можем жить все дружно и в мире. И год семьи мы хотим вот так проводить. И ни для кого не секрет, что детский сад «Колобок» – это самый многонациональный детский сад. Поэтому у нас все дети равны, и каждый должен показать свою культуру. Великий русский писатель Лев Толстой сказал, для того, чтобы быть учителем, достаточно иметь большие знания и большое сердце. Приложив усидчивость и старание, можно познать глубины самых разных наук. А вот чуткое, любящее и трепетное сердце наставника – это дар судьбы. Чтобы делиться собственными знаниями, необходим прирожденный талант, который и отличает настоящего педагога.